На 18 миллионов рублей пополнилась казна столицы за счет приватизации муниципального имущества в прошлом году. Таким образом, удачно прошли 30 торгов. При этом есть объекты, реализовать которые так и не удалось. В их числе здание бывшей поликлиники номер 1, что прямо напротив мэрии Сыктывкара. Сегодня оно не только портит внешний облик, но и не несет опасность для детей, которые, как еще осенью рассказывали нашему телеканалу общественники, приходят порезвиться на территорию заброшенного строения. В этом году его вновь попробуют приватизировать. Причина прошлых неудач, считает мэр, в цене, ведь определяет ее независимый оценщик, а не сама администрация. На мой взгляд, оценка завышена получилась, потому что не учтено как минимум работы по разборке, демонтажу и вывозу вот этого объема на свалку. Все одно дело стоимость, которая была нами, и туда ложится стоимость достаточно недешевое мероприятие по демонтажу и утилизации вот этих строительных остатков. Да? Но есть процедура, не состоялся конкурс, мы там повторно делаем, потом переходим на публичное предложение, на понижение цены. Ну а если продать объект не удастся и в этом году, в следующем его, скорее всего, разберут и утилизируют за счет местного бюджета. Однако такая процедура будет, естественно, не дешевой. Напомним, прежний мэр Андрей Самоделкин пообещал жителям исключить варианты, если в будущем на это место захочет претендовать какой-нибудь торговый центр или вытрезвитель.